О самых заметных событиях пятницы 1 июля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Экипаж полярных авиалиний обнаружил пропавший самолет Ан-2 в Кобяйском районе. Расскажем подробности к этой минуте. Уникальный формат. Вторые международные интеллектуальные игры официально стартовали в Якутии. Новый этап в жизни. В Якутском финансово-экономическом колледже торжественно вручили дипломы. Сколько выпускников получили итоговый документ с отличием. А 100-бальники по ЕГЭ в Якутии планируют на что потратить свою премию. Наш корреспондент встретилась с отличницей, мечтающей посвятить свою жизнь медицине. Считанные дни остались до старта финальной части спортивных игр народов Якутии. Наша телекомпания готовится к освещению крупного события. Тела двух погибших обнаружили на месте падения самолета Ан-2 в Кобяйском районе. Одно тело нашли возле воздушного судна, второе в кабине. Однако третьему человеку, находившемуся на борту, удалось выжить. Чудом спасшийся Павел Кривошапкин в настоящее время доставлен в Якутск, в республиканскую больницу номер 2. Напомним, экипаж полярных авиалиний обнаружил пропавший самолет Ан-2 сегодня. Информация поступила несколько часов назад от экипажа вертолета Ми-8, вылетевшего утром на поиски. Разбившийся самолет Ан-2 находится на склоне горы, примерно в 45 километрах от села Себен-Кёль. 21 июня частное воздушное судно выполняло полет по маршруту Усть-Хатын-Вертикальный, но исчезло с радаров на территории Кобяйского района. На его борту находились 2 пилота и 1 пассажир, сопровождающий груз. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 июля 2022 года было обнаружено воздушное судно, предположительно пропавшее ранее, в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Кобяйском районе Республики Саха-Якутия. В настоящее время на место происшествия направились следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается. Тем временем 21 лесной пожар общей площадью более 30 тысяч гектаров потушили на территории Якутии. Об этом сообщает Оперштаб. Локализовано 5 очагов площадью 6800 гектаров. За сутки обнаружено 13 пожаров на общей площади почти 1500 гектаров. Работает на пожарах 385 человек и 8 единиц техники. Ликвидировано за сутки 21 пожар на площади почти 32 тысячи га. Указом главы введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Особый противопожарный режим действует по всей территории республики. Ан-26 «Циклон» при наличии ресурсных областностей запланирован на работу по территориям Алданского и Усьмайского районов. И также будет применяться вертолеты и самолеты по авиапатрулированию и на переброску лесопожарных сил на пожарах. Служба спасения Якутии напоминает, купание в необорудованных водоемах приводит к трагедии. Только за последние выходные на территории республики утонули 4 человека, в том числе 1 ребенок. Так, Нюрбинским поисково-спасательным отрядом службы спасения в Сунтарском районе обнаружено тело подростка 2009 года рождения. Мальчик с друзьями купался на реке Вилюй в необорудованном для этого месте. Поиски его велись в течение 3 дней силами спасателей, инспекторов ГИМС и местного населения. Также 29 июня водная стихия унесла жизни 2 мужчин на реке Алдан в Тамоте и на реке Чульман в Нерюнгринском районе. Мы также продолжаем наше патрулирование, рейды по акватории города Якутска в связи с тем, что все-таки люди гибнут на воде. Мы продолжаем патрулировать, общаться с людьми, объяснять, как себя вести на воде, на суше, вблизи воды, как организовывать место купания, даже если это находится на пляже, что взрослые наблюдали за детьми и за взрослыми. Один был кто-то, что на берегу. Ну, все в основном реагируют адекватно, все
принимают хорошо. Масштабная сенокосная кампания в Якутии стартует в июле. В данное время в районах идут подготовительные работы. Ремонтируют технику, завозят топливо. В заготовке сена по расчетам Минсельхоза будут участвовать более 30 тысяч человек и 11,5 тысяч единиц техники разной модификации. Сенокос пройдет на всей территории республики в 33 районах и городе Якутске. План на заготовку сена в этом году почти 442 тысячи тонн, более 13 тысяч тонн на сенаж и почти 30 тысяч тонн на силос. План принят, исходя из общего количества сельхозживотных – 180 тысяч голов крупного рогатого скота и более 180 тысяч голов лошадей. День ветеранов боевых действий отметили в Якутске. В этом году мы впервые официально отмечаем этот праздник. Он был учрежден в целях признания заслуг жителей республики, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории Советского Союза, России и территориях других государств после 1945 года. В нашей республике сегодня живет более 3,5 тысяч участников боевых действий и локальных войн. Ветераны Якутии активно участвуют в работе военно-патриотических и военно-спортивных клубов и в общественной жизни региона. На площади Орджоникидзе поздравили и наградили участников боевых действий. Также развернули выставку военной техники и оружия, а также картин. Всем родам войск, которые принимают участие в этом, желаю прежде всего военной удачи, значит, потому что от нее зависят жизни наших солдат, крепкого воинского духа. Ветеранов, которые с нами, мы ими гордимся, да. Ну а тех ребят, которые погибли, мы их чтим. Приносим цветы и знаем, что были такие ребята с нами. Мы их никогда не забываем. А вы знаете, боевое братство – это не пустой звук. Ребята, все, боевое братство, афганцы, чеченцы, все, кто служил Родине, с праздником вас! Хочу поблагодарить ребят, наших коллег, с теми, кто вместе мы служили, с этим праздником, поблагодарить за службу, пожелать им счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой. И спецзадачи, боевых задач в Северо-Кавказском регионе получил тяжелое ранение. После ранения продолжил службу по контракту 6 лет. Хочу пожелать ребятам, те, кто сейчас на спецоперациях именно в Украине, пожелать боевой привет. В Нерюнгри в День ветеранов боевых действий поздравляли не только военных, но и сотрудников внутренних дел ФСБ. В столице Южной Якутии, как и во многих городах, прошел торжественный митинг у памятника воинам-интернационалистам, где почтили память тех, кто воевал за Россию и отстаивал с оружием в руках геополитические интересы нашей Родины. Ну, для нас это как для всех ветеранов боевых действий, как признание заслуг при защите Отечества. Ну, пока он и не празднуется на федеральном уровне, но дай бог, что уже многие региональные, регионы приняли такие свои законы о том, что можно отмечать День ветеранов боевых действий. В этот день ребята встречаются, вспоминают свою жизнь, как они сейчас живут, ну и думают о будущем, о воспитании детей, о патриотическом воспитании, то есть, как дальше воспитывать детей в этом духе. На торжественном открытии вторых международных интеллектуальных игр Айсен Николаев приветствовал участников и пожелал им успехов. Глава Якутии отметил, что игры – это уникальный в мире формат встречи учеников, учителей и ученых в различных способах взаимодействия. Талантливые, умные, целеустремленные ребята собрались вместе и подняли флаг как символ науки и дружбы. В течение 10 дней участники игр будут соревноваться умами, делиться опытом и заводить новых друзей.
международные интеллектуальные игры у нас прежде всего призваны развивать наших детей. Наши дети, значит, вместе совместно участвуют в таких больших мероприятиях, олимпиадах, проектной деятельности, исследованиях с детьми из других стран и регионов. Конечно же, повышает свой интеллектуальный, творческий уровень, вовлекается вообще в науку, в исследования. Ну и во-вторых, конечно же, обязательно партнерские связи между различными образовательными организациями. Это тоже для нас очень важно. В программе игр международная исследовательская школа, созданием экспериментальных проектов, научная конференция, конкурс и традиционная олимпиада Туймада по математике, физике, химии и информатике. Как раз на торжественном открытии международной исследовательской школы работали наши корреспонденты. Один из ключевых мероприятий международных интеллектуальных игр является Международная исследовательская школа по STEM-проектам, которая проводится 14-й раз, а в Якутии 3-й раз. Сегодня в Малой академии наук состоялось торжественное открытие Международной исследовательской школы, где страны-участники приветствовали друг друга в очно-дистанционном формате. На нынешних интеллектуальных играх, я думаю, что это войдет так же, как в олимпийском движении, в традицию. И через 100, и через 200 лет они будут продолжаться. Вот. Значит, главное, что объединены и соревновательные мероприятия типа олимпиад, и события, связанные с совместной проектной деятельностью в проектных группах, где каждый из ребят имеет свою функцию, как в международной исследовательской школе. Международная исследовательская школа – это уникальный международный проект для тех, кому интересен окружающий нас мир. Старшеклассники из разных стран мира собрались для участия в исследовательских экспресс-проектах в области естественных и гуманитарных наук. В прошлом году я уже здесь был. На онлайн-версии. Очень рад, что в этот раз у нас очно. У меня появятся новые друзья. Я был участником российской делегации на Экспо Дубаях. На Экспо, кстати, вот как раз тоже ребята были с Якутии, якутской делегации. Я считаю, в принципе, если ребята представляли такие проекты от Якутии, я считаю, что здесь хорошо развита наука. Нам предложили отправиться в дальний путь, а именно в Якутию, и представить наш университет, так как он недавно открылся. И наша задача – это расширить знания о нашем лицее и показать, что наше учебное заведение действительно сильное, и там учатся сильные люди. За 10 дней проекта ребята пройдут все этапы ведения исследовательской работы. Это выдвижение гипотезы, постановка целей и задач, эксперимент, обработка полученных данных, защита результатов перед коллегами и экспертами. Я, получается, улучшу свой навык создания проектов, буду тренироваться. Я бы хотела завести друзей, поработать над проектом и отдохнуть морально. Помимо этого, школа – это еще и интерактивные игры, тренинги, концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия. А для руководителей делегаций из разных стран это возможность обмениваться опытом в области исследовательской работы с детьми на специально организованном в рамках проекта семинаре. Анна Васильева, Григорий Николаев, Ангаласский улус. В Якутском финансово-экономическом колледже торжественно вручили дипломы. Всего в этом году образовательную организацию окончили более 250 подготовленных специалистов, из них 33 обладателей дипломов с отличием. Подробности в сюжете Светланы Амосовой. Выпускники финансово-экономического колледжа с волнением ожидают получения заветного документа. Согласно приказу Министерства образования и науки Республики, 1 июля установлен единым днем вручения дипломов в системе среднего профессионального образования. Красные дипломы и благодарственные письма лучшим студентам колледжа вручил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Айдана Касымова приехала учиться в Якутск из Кыргызстана. Теперь она специалист по банковскому делу. Не особо сложно было. Главное учиться и понимать преподавателей и, конечно, сделать задания вовремя, посещать пары. Я хочу попробовать поработать по своей специальности, узнать, как это все на практике. Ну а дальше вышка уже. У Даниила Фионова большие планы на будущее. Говорит, что со школьных лет мечтал обучиться на финансиста. Дальше планирует поступить в университет. Впечатление прям зашкаливает. Я так очень рад, что я получил красный диплом, окончил ЕФЭК.
Это большая для меня гордость. Хочу отметить самые прекрасные учителя, которые помогали, вели к этому пути. Для всех выпускников это новый этап жизни. С сегодняшнего дня они уже дипломированные специалисты. Я желаю всем выпускникам всех учреждений среднего профессионального образования, чтобы они были, конечно, полезны для нашей республики. Надо сказать, что рабочие профессии везде ждут. Они очень востребованы, все специальности, поэтому мы хотим, чтобы они были преданы, чтобы они любили свое дело и, конечно, чтобы они дальше учились в учреждениях высшего образования. Всего в 42 учреждениях среднего профессионального образования Якутии в этом году дипломы получают более 6 тысяч выпускников. Из них 45% трудоустроены, и многие поступают в высшие учебные заведения. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. 100-бальники по ЕГЭ в Якутии планируют на что потратить свою премию. Например, выпускница Международной арктической школы Оля Иванова написала единый госэкзамен по русскому языку на 100 баллов. Будущий медик уже планирует направить полученные деньги на повышение своих навыков в сфере медицины. Подробнее в сюжете Марии Кардашевской. Оля окончила школу с золотой медалью. Выпускница успешно сдала все экзамены, а по русскому языку получила высший балл. По признанию самой выпускницы, она много времени уделяет учебе. Целенаправленно к сдаче государственного экзамена она готовилась последние 2 года. Каждую неделю писали пробники, сочинения, также тщательно разбирали теорию. Еще я готовилась самостоятельно, смотрела различные вебинары, посвященные разбору заданий тестовой части. Решала много заданий на Решу ЕГЭ. И еще в последние месяцы подготовки приобрела курс от соточки по русскому для того, чтобы больше решать авторских заданий. Мне нравится читать. Я читаю разных авторов, но больше всего восхищаюсь творчеством Терри Пратчетта и Булгакова. Педагоги хвалят способную ученицу, называют ее ответственной и исполнительной. Учитель Оли по русскому языку и литературе признается, что с учениками, которые готовы упорно трудиться, легко работается. И как итог, они непременно достигают поставленных целей. Это очень большой труд на самом-то деле. И здесь вот мне хотелось бы, пользуясь случаем, выразить благодарность родителям в первую очередь, потому что это закладывается в семье. Вот любовь к труду, целеустремленность – это вот именно те качества, которые вот изначально закладываются в семье. Сама Оля посвящает все свое свободное время чтению художественной литературы. При этом она читает книги разного жанра. Мне очень нравится произведение Терри Пратчетта своим юмором и неким сюрреализмом. В этой книге, к примеру, действие происходит не только зимой, но и сама зима является основным персонажем. Также мне нравятся детективы Агаты Кристи. Детективы — это, конечно, развлекательная литература, но можно выделить проблематику этой книги. Здесь поднимается вопрос об ответственности человека перед самим собой. В этом году выпускники нашего региона, сдавшие единый государственный экзамен на максимальный балл, получают по 100 тысяч рублей премии в честь столетия ЯССР. Такой указ издал глава республики Айсен Николаев. 100 тысяч я хотела бы потратить на обучение. Я хочу приобрести некоторые курсы по анатомии и гистологии. Это хорошо, что республика поощряет стремление ребят учиться, и я считаю, что подобные вознаграждения очень мотивируют ребят на дальнейшие свершения. Это, я считаю, очень мудрое решение главы нашей республики. Почему? Потому что олимпиадники и 100-бальники – это такие же труженики, как спортсмены. Это тоже оценка труда. Одним словом, Оля – яркий пример поговорки «терпение и труд все перетрут». Ну а следующая цель – поступление в вуз. Мария Кардашевская, Степан Атастыров, Якутск. Эсах Туймады в этом году прошел на высоком организационном уровне. Приняли участие 220 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для местности Усть-Хатын. По словам министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова, больше всего национальный праздник понравился гостям из других городов и стран мира. У нас были делегации из Карелии. В Конгресс национальных театров приехало 27 директоров и художественных руководителей национальных театров Российской Федерации. У нас были гости Александринского театра, который приехал национальный. У меня были гости из Карелии, министр культуры Хабаровского края, Приморского края. Я всех угощал.
где успел утиным даже супом, где-то саламатом. Но, во всяком случае, они оттуда уехали как бы пораженные и долго потом еще отзванивали. Что это было, спрашивали. Да, это был праздник, говорю, торжества жизни. Считанные дни остались до старта финальной части спортивных игр народов Якутии. Напомним, соревнования пройдут в селе Барагонцы Усть-Алданского района с 4 по 10 июля. В этом году трансляции спартакиады смотрите на 3 наших телеканалах: Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт». Продолжит Сарглан Неустроева. По традиции, перед играми творческой группе НВК «Саха» презентовали единую форму. Однако в этом году мерч соревнований украсило изображение спортивного комментатора Вячеслава Степанова. Со слов генерального директора НВК «Саха» Олега Маркова, отныне каждая единая форма масштабных спортивных событий станет данью памяти выдающимся журналистам. За такой период времени люди помнят, любят и продолжает его дело как спортивный комментатор, за что я очень благодарна. Коллеги, в памяти футболки Вячеслава Степанова, оно действительно напоминает, что он с ним, со своими коллегами рядом и продолжает свое дело комментирования и просвещения спорта. Именно Вячеслав Степанов стоял у истоков якутской спортивной журналистики. Все, кто сегодня работает над освещением соревнований, продолжают его дело и совершенствуют новостное ремесло. Я считаю, что наша компания лучшая не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и по всей России. Мало таких профессионалов, которые способны осветить любое крупномасштабное событие. Над освещением событий игр народов будут работать более сотни телевизионщиков. Это корреспонденты, редакторы, операторы, режиссеры и многие другие. Впервые на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха» будут вестись вечерние включения со звездами соревновательного дня. У нас будут работать 3 передвижных телевизионных станций. Да, то есть они будут вещать одновременно на 3 телеканалах, то есть НВК «Саха», Якутия-24 и «Мамонт». Так что из разных площадок можно одновременно смотреть в течение дня с 9 утра до 6 вечера все трансляции. А те, кто будет смотреть дневники игр, по словам телевизионщиков, будут в курсе всех событий соревнований. Напомню, в этом году в программу игр народов Якутии включены 16 видов спорта, в том числе марафон, многоборье ГТО и баскетбол 3х3 среди мужчин и женщин. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск.